Прошу всех встать. Прошу садиться. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны Гушленко Константина Владимировича о проведении Конституционного суда проводится на официальном языке и ввиду отсутствия возражения постоянного представителя Джогорки Кенеша в Конституционном суде Осмонова Айдарбека Касмалевича. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Гушленко Константина Владимировича о проверке части 1 статьи 148 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бабукеевой, Джулдошевой, Касмалиева, Кадыралиевой, Кадырбаева, Шаршеналиева, пресс-секретаря судебного заседания Маматалы Кызы Камилы. Камила, доложите о присутствии вызванных участников заседания. На судебном заседании присутствуют с обращающейся стороны Гушленко Константин Владимирович, его представитель по доверенности Алымкулов Сагын Зарлыкович. Со стороны ответчика постоянный представитель Джорху Кенеша в Конституционном суде Осмонов Айдарбек Касымалиевич. Третьи лица постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Абельдеева Эльвира Телековна. Постоянный представитель Министерства юстиции в Конституционном суде Джаркымбаев Аязбек Долусбекович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Документы. Прошу изучить. Гушленко Константин Владимирович, пожалуйста, пройдите к трибуне. Представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, дату и место рождения. Гушленко Константин Владимирович. Место работы. Гушленко Константин Владимирович. Место рождения Фрунзе 1974, 3 марта. Работаю администратором в компьютерном магазине. Проживаете? Проживаю. Присаживайтесь. Алымкулов Сагын Зарлыкович. Пожалуйста, представьте информацию о себе. Алымкулов Сагын Зарлыкович, 4 июня 1967 года рождения, проживаю город Бишкек, частно практикующий адвокат. Место жительства. А я же назвал. Назвали, да? Не нужно опасаться здесь называть. Я не опасаюсь. Личные данные, они не будут находить, но это требование, сами знаете, одна из требований установления личности. Так, присаживайтесь. Осмонов Айдарбек Касмалевич. Представьте информацию о себе. Осмонов Айдарбек Касмалевич, 18 марта 1967 года рождения, родился в Нарынской области, в Джумгадском районе, проживая в городе Бишкек. Работаете, назвали, да? Работаю в Джогорки Кенеше, постоянный представитель Джогорки Кенеше в Конституционном суде. Присаживайтесь. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения, уроженец города Бишкек, работаю постоянным представителем президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики, проживаю. Присаживайтесь. Абельдеева Эльвира Телековна. Здравствуйте. Меня зовут Абельдеева Эльвира Телековна. Я представляю представителя Верховного суда Кыргызской Республики. Работаю заведующим отдела по работе с законодательством. Проживаю по адресу. Присаживайтесь. Джаркымбаев Аязбек Долусбекович. Джаркымбаев Аязбек Долусбекович, 28 января 1977 года рождения.
проживаю, являюсь директором Института нормотворчества и верховенства права Министерства юстиции Крымской Республики. Присаживайтесь. Уважаемые судьи, есть вопросы по документам, удостоверяющим личность, доверенности? Нет. Гушленко Константин Владимирович, Алымкулов Сагын Зарлыкович, Осмонов Айдарбек Касмалайлевич, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Крымской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Крымской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Гушленко Константин Владимирович, вам ясны ваши права и обязанности? Микрофон. Ведется стенограмма. Да, все ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, У вас есть дополнительные ходатайства? нет, нету. Присаживайтесь. Алымкулов Сагын Зарлыкович, вам ясны ваши права и обязанности? Включите микрофон. А, вот. Да, ясны. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Заявления нет. Имеется ли у вас дополнительные ходатайства? Ходатайств нет. Присаживайтесь. Осмонов Айдарбек Касмалеевич, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имеется. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет, не имеется. Присаживайтесь. Переходим к рассмотрению дела. Слово для доклада предоставляется судье Шашналиеву Джамилю Асамбековичу.